Всем доброго дня! С вами Зада. Дорогие друзья, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Поздравляю вас с уже наступившим 2025 годом и хочу пожелать, чтобы он был счастливым, мирным и радостным. А я продолжаю делиться с вами с праздничными рецептами, и сегодня будем готовить торт «Молочная девочка». Яйца взбиваем с щепоткой соли, далее добавляем сгущенное молоко и масло сливочное комнатной температуры. Взбиваем и дальше муку перемешиваем с разрыхлителем и просеиваем. Его надо смешать хорошенечко, чтобы мука не разлетелась. И дальше будем взбивать до однородной массы. Пока мы готовим тесто, у нас духовка должна быть уже включена, температура 180 градусов. Все взбили, эту массу мы делим на две части и в противень застилаем пергамент, но пергамент должен быть хорошего качества, чтобы тесто не прилипало. И вот так вот равномерно по всей поверхности лопаточкой или любым приспособлением выравниваете тесто и выпекаете. Печется оно очень быстро, поэтому следите за духовкой. Тем временем готовим крем. Очень холодные сливки, 33%. Взбиваем миксером на скорости ниже среднего. Вот ниже среднего взбиваете, пока сливки не загустеют. Далее сгущенное молоко вводим и ванильный сахар, и вот лопаточкой аккуратно снизу вверх, вот как показано на видео, перемешиваем, и крем готов наш. Хочу еще раз предупредить, что сливки на большой скорости взбивать нельзя, потому что оно не будет таким пышным, оно в масло превратится, поэтому скорость миксера должна быть ниже среднего. И не торопясь взбиваем до вот такого состояния. Так как я взяла 2 порции ингредиентов, у меня будет большой торт. Коржи я разделила на 2 части, с противня. А вы уже сами смотрите, насколько частей надо, настолько и делите. Уже остывшие и приготовленные коржи смазываем обильно кремом. Крема не жалеем. Руками каждый раз мы придавливаем коржи и собираем вот таким образом до конца. Крема будет достаточно, так как мы взяли хорошую порцию сливок и сгущенки. Поэтому крема не жалеем. Я придала прямоугольную форму большую торта, а вы уже сами смотрите. Вот уже завершающий корж, его я смазываю. Дальше обрезки от коржей надо будет измельчить блендером или любым приспособлением вам удобным. И будем обсыпать края торта. Вот торт наш готов. Вот такой вот он у меня получился. Большой, высокий. И еще раз хочу напомнить, что на видео и в описании под видео будет рецепт на 1 порцию. И вот на видео тоже на 1 порцию я вам показываю. Но я сама взяла 2 порции, поэтому у меня получился вот такой большой торт. Если вы берете 1 порцию по рецепту, то не такой большой будет, но высокий. Тогда вам надо будет эти коржи разделить на 4 части, и получится 8 коржей. Либо на 3 делите, тогда он
получится также высоким, но намного узким. Вот, мы сделали крошку и вот так лопаточкой или руками обсыпаем края торта. Если вдруг у вас не останется обрезков, то можно крошку и не делать, можно оставить вот в таком виде. Дальше, как мы собрали торт, обсыпали, его аккуратненько заворачиваем вот именно в пергамент и ставим в холодильник, а лучше на ночь, ну или на 5-6 часов. Далее вот я убрала пергамент, уже положила в посуду, где, в чем буду подавать. И вот так вот рисую елочку, так как я этот торт делала на Новый год. От крема немного оставила для украшения, добавила капельку зеленой краски пищевой и вот таким образом украшаю елочкой. Вот, ну, если на другой праздник, не на Новый год, то, конечно, вы уже будете украшать по своему усмотрению. Вот такой торт у нас получается. Нарядный, большой и очень вкусный. Вот он у меня ночь постоял в холодильнике. Вот на следующий день я вот так вот его украшаю. Дальше. Ну, крема у меня достаточно осталось, поэтому и на елочку хватило, и вот на снежиночки вот по краям. Дальше у меня была присыпка для вот именно кондитерских изделий. Я украсила вот присыпочкой. Торт получается невероятно нежным. Крем пломбирного вкуса. Ну, очень нежный, вкусный и большой. Я думаю, что даже начинающие хозяюшки справятся вот с таким методом приготовления. Я для своей семьи готовлю так, попробуйте и вы. Приятного аппетита!